были. Какие ваши ближайшие цели? Итак, добрый вечер. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Жихарев Михаил, дистрибьютор 7 звезд. И тут Андрей неожиданно задал вопрос, расскажите о себе, кто, как. В принципе, на самом деле, это не самое важное сейчас, стою на этой сцене, потому что, вспоминая себя, до Тиньши я был обычным студентом 4-го курса, который просто искал себя, который понял, что те обещания, которые мне дают в институте деканы и ректора горного университета, это, в большинстве своем, это просто сотрясание воздуха. Я поработал по специальности и понял, что максимум, что меня ждет в будущем, это 20, 30, может быть 50 тысяч рублей через 5 лет работы. И я начал просто искать себя, и я очень благодарен тому человеку, с которым я познакомился, и который открыл мне дорогу в этом бизнесе. И сейчас бурные аплодисменты, пожалуйста, моим наставникам. Это Иванов Алексей, дистрибьютор 8 звезд. И человек, который поставил очень мощную систему обучения, Алексей Плотников, дистрибьютор 8 звезд, друзья. Те 2 минуты, которые я стоял здесь, стоя на этой сцене и думал, и ждал, пока до меня дойдет микрофон, я подумал, с чем можно с вами поделиться, какими-то интересными мыслями, которые, может быть, итогами, которые мне помогли за 3 года добиться определенных результатов. И знаете, первое, что бы мне хотелось вам пожелать, это постоянное развитие, потому что мы 80% наших мыслей переносим в завтрашний день, и мы в нашей жизни имеем ровно то, что есть в нашей голове. Второе, знаете, с определенного момента я понял, что не все бизнес-компании Тиньши приходят за действительно очень большими деньгами, за чеком с большим количеством нулей. И с определенного момента, работая в офисе и видя определенных людей вокруг себя, я понял, что не все будут быстро развиваться, зарабатывать эти деньги. Но так или иначе, каждый из нас оценивает свои результаты в этом бизнесе либо относительно того, что видит вокруг, либо относительно своих целей. Поэтому второе, что вам хотелось бы пожелать, это видеть четкие планки, показатели развития вашей сети, ориентироваться на определенный товарооборот, на определенное количество людей в зале. И обязательно подойдите сегодня вечером к вашим наставникам и проконсультируйтесь с ними по этому поводу. И третье, о чем бы хотелось бы поговорить, это постоянно идите на страх, потому что в этом бизнесе у вас будет возможность каждый день проявлять свою инициативу. А инициатива — это, знаете, такой стартовый момент на пути к лидерству, к формированию тебя как личности, за которым пойдет большое количество людей. Поэтому постоянно, каждый день идите на страх, развивайте свои знания, навыки. И я хочу вам пожелать, чтобы каждый из вас видел цель, видел план по достижению этой цели. Ничтожное количество действий, дорогие друзья. Спасибо.